Здравствуйте, меня зовут Евшанов Адел. Я ученик второго класса Жахкогонской средней школы Татинского улуса. Я сегодня расскажу вам про инструменты, облегчающие тяжелый труд. Почему мы, жители Якутии, занимаемся заготовкой льда? Для чего нам это нужно? Как разные инструменты облегчают человеческий труд? Заготовка льда для питья – это традиционное занятие народа Саха, которое не утратит свои нужды на протяжении нескольких веков. Лед, заготовленный в погребе, не тает, не портится, потому что погреб вырос в вечной мерзлоте, так сказать, якутский морозильник. Я с отцом выполняю некоторые домашние заботы. Отец всегда помогает мне их выполнить. Так как я еще маленький, заготовка льда мне не по силам, но я все равно хотел помочь отцу, поэтому отец сделал мне инструменты, пользуясь которыми я ему помог в закладке льда. Первый – это инструмент для рубки льда. Орудовать им было дело не из легких, но я осилил и рубил глыбы льда. Инструмент помогает легко, аккуратно, равномерно рубить лед на маленькие квадратики. Используя этот инструмент, я научился правильно рассчитывать силу удара, чтобы с одного раза рубить глыбу. Порубив весь лед на кубики, нам надо было отпустить их в погреб. Эта работа тоже опасна. Можно подскользнуться и упасть вместе с льдом в погреб. Поэтому отец делал мне тиски-захваты, которые захватывают лед, и ими удобно отпускать лед в глубину. Тиски сделаны из веревки, захватывающей основы. Научившись пользоваться тисками, я узнал, что при его использовании тратится мало моих усилий, и ими удобно пользоваться. В конце хочу сказать, что я узнал много интересного, помогаю отцу и использую инструменты, облегчающие тяжелый труд человека. Также я узнал, что мой отец ненужный металлический лом вторично использует для облегчения домашнего труда. Мне было интересно узнавать, как инструменты облегчают мой труд, как ими научиться пользоваться. Спасибо за внимание.